В программном документе будут отражены основные векторы работы парламента и правительства республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Ну и сегодня в зале республики не только народные депутаты, а также члены Кабинета министров, как я уже сказал, представители органов местного самоуправления, это главы районов, главы поселений и также депутаты, местные депутаты. Ну а также здесь можно увидеть руководителей как федеральных ведомств, так и руководителей крупных компаний, которые работают на территории нашей республики. Те тезисы, которые озвучит Айсен Николаев, станут отправной точкой для работы на следующий год и должны стать основой для программных документов для республиканских органов власти всех уровней. Но очевидно, что в документе много внимания будет уделено благосостоянию жителей Якутии, повышению качества медицины и образования. Конечно же, ну, по крайней мере, по опыту прошлых лет обязательно будут затронуты вопросы развития культуры, развития промышленности. Но вот, по мнению экспертов, с которыми удалось переговорить в кулуарах Дома правительства, глава Якутии обязательно сегодня коснется вопросов развития Дальнего Востока. Ну и, конечно же, роль нашей республики в развитии всего федерального округа, потому что ну, мы как являемся неотъемлемой частью, и не надо забывать, что Дальний Восток сегодня свои границы расширяет, и позиции Якутии, к счастью, в этих вопросах становятся все более стабильными. Ну, я напомню, что также республика сегодня занимает лидирующие позиции в округе по многим социально-экономическим направлениям, таким как, ну, в том числе, это, конечно же, строительство, рост ВРП, ну и многое другое. Многие ждут этой темы тоже, это строительство моста, потому что за последние полгода эта тема стала очень актуальной. О ней заговорили не только в нашей республике, о ней заговорили и в правительстве Российской Федерации. Об этом на контроле это держит и президент, глава государства Владимир Путин. Поэтому многие ждут то, что скажет сегодня глава республики по строительству этого объекта, который важен не только для отдельно взятого города Якутска и поселка Спутника Нижний Бестях. Все мы знаем прекрасно о том, что мост должен стать связующим звеном во всей транспортной инфраструктуре всего северо-востока страны и откроет новые возможности не только для нашего региона, а также послужит развитием и для той же Магаданской области, откроются новые возможности в Северном морском пути, ну и также новые возможности в развитии железнодорожного сообщения на северо-востоке страны. Ну, если говорить о прошлом послании, да, которое было озвучено почти ровно год назад, Айсен Николаев обратился к Госсобранию 17 декабря 2018 года, то из прошлого года мы узнали основные такие направления, это вопросы развития Арктики. Айсен Николаев, понимая проблемы Арктики, которые существуют на сегодняшний день, заблаговременно обратил внимание на эту проблему, определил пункты развития, то есть какой должна быть Арктика в ближайшие годы. Речь не идет, конечно, там на год, на два, это речь в первую очередь о десятилетиях вперед. Поэтому это обращение по году развития Арктики стало как раз-таки таким посылом, может быть, федеральный центр, и буквально вот в этом году заговорили серьезно о развитии Арктики и в правительстве Российской Федерации. Дополнительные полномочия получило Министерство Минвостокразвития, и сегодня мы видим, что на развитие не только Дальнего Востока уделяется огромное внимание, но также и арктической зоне Российской Федерации. Ну, кроме того, все мы помним, в прошлом году, 17 декабря, Айсен Николаев объявил 2019 год годом консолидации. Был разработан целый пакет документов, программы, которые
течение года так или иначе были проведены различного рода мероприятия. И это, опять же, не говорит о том, что годом консолидации закончится год 31 декабря 2019 года. Нет, 2019 год, год консолидации был тоже такой отправной точкой для объединения усилий как межнациональных, так и различного уровня мероприятий. Ну и если говорить про тоже общие краткие итоги послания прошлого года, то Айсен Николаев, в частности, призвал ломать административные барьеры на пути малого бизнеса, раскритиковал, как мы помним, он глав муниципальных образований, ну и заявил о масштабной мусорной реформе. Ну что, итак, Айсен Николаев готов выступить со своим посланием перед Госсобранием Ултумен. И все внимание мы переключаем к залу республики. Глава республики. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктабыллах Ильтумен депутаттары, күнді сақамсырын ұлықтақтыры, уважаемые народные депутаты, дорогие якутяне, сегодня в преддверии наступающего 2020 года свое послание я представляю вам с искренним чувством гордости за нашу Якутию, за всех ее жителей. 2019 год стал во многом поворотным для республики, как и для всего Дальнего Востока, для всей нашей страны. Стратегия государства, нацеленная на реализацию его неисчислимого потенциала, на коренное улучшение качества жизни россиян, начала воплощаться во всех регионах. Республика активно включилась в общее движение страны. Прежде всего говорю о людях, об якутянах, об их отношении к преобразованию. Я побывал практически во всех районах республики, и всюду при встречах, в общении с людьми их позитивный настрой очевиден. Более того, они не желают оставаться в стороне и ждать, когда что-то изменится вокруг них. Мы гордимся успехов, которых достигли в этом году наши земляки в науке, в образовании, в бизнесе, в творчестве, в спорте. Важно, что все люди в Якутии должны иметь возможность жить в спокойной обстановке, в атмосфере взаимного уважения и веры в будущее. В этом году случились испытания, которые проверили на прочность наши традиции дружелюбия и толерантности. И я горжусь, что якутяне, саха и русские, представители других народов, которые веками живут вместе на родной земле, вышли из непростой ситуации с честью, не позволив попирать наше северное гостеприимство, но в то же время проявив мудрость, не поменяв доброе отношение к людям, приехавшим в Якутию честно трудиться и жить по совести. Это чувство собственного достоинства и ответственности должно и дальше объединять всех якутян, делать наше общество сильнее и успешнее. Это те главные ценности, которые нам всегда надо беречь и сохранять. Уважаемые сограждане, мы с вами живем на исторически огромной территории. В этом и наше счастье, бескрайние просторы с богатейшими ресурсами, и наша проблема – территориальная разобщенность, огромные издержки на преодоление колоссальных расстояний. Пространственное развитие, связанное с территорией страны, президент России Владимир Владимирович Путин определил как одну из приоритетных задач на ближайшую перспективу. Именно единство должно стать основой экономического и гуманитарного лидерства России, достижению равного высокого качества жизни людей на всей ее территории.
Поэтому и нашей первоочередной ключевой стратегической задачей я обозначил обеспечение транспортной связанности республики, придание нового импульса ее пространственному развитию. Главное при этом, конечно же, социальное измерение. Эффект, ощутимый для всех жителей Якутии, ощутимый через повышение доходов, создание новых рабочих мест, стимулирование сбыта продукции, развитие бизнеса и сокращение издержек. На решение этой задачи были максимально направлены мои усилия и усилия всего руководства республики. Результат, безусловно, есть. 2019 год стал годом тектонического сдвига в решении проблем инфраструктурного дефицита. Мы доказали преимущество создания северного широтного хода страны, и сейчас Якутия становится одним из плацдармов развития транспортной системы Дальнего Востока всей России. В результате плодотворной работы с федеральными структурами подтверждена эффективность ключевого нашего инфраструктурного объекта Ленского моста и, главное, получена поддержка президента страны Владимира Владимировича Путина, вселившая в нас уверенность Ленскому мосту быть. 10 декабря правительственной комиссии Российской Федерации по транспорту наш мост включен в федеральную программу строительства и реконструкции мостов. Уважаемые друзья, сегодня нам всем надо объединиться, сконцентрировать наши силы и энергию, отработать максимально ответственно и эффективно, чтобы поручение главы государства было исполнено и многолетняя мечта якутян наконец-то осуществилась. Проект мы разработали с проактивной позиции, по которой проектирование и прохождение госэкспертизы планируется уже в 2020 году и завершение строительства до конца 2025 года. Сегодня решается задача привлечения сильного консорциума инвесторов, поскольку проект совершенно уникален. По длине Ленский мост станет 9-м в стране, а по сложности строительства войдет в первую тройку. Мост будет вантовым, протяженностью более 3 километров с 10-километровыми подъездами. Проект конструкции моста будет учитывать его строительство и эксплуатацию в экстремальном климате, на вечной мерзлоте, а также особенности ледостава и ледохода на Лене и минимизацию влияния на экосистему нашей великой реки. Ленский мост соединит пространство Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это более четверти территории нашей страны. И в перспективе откроет автомобильный выход к Охотскому морю. Он свяжет 3 федеральные, 5 региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, международный аэропорт и речной порт. Будет обеспечен круглогодичный доступ к месторождениям всей Западной Якутии, а транспортная доступность для жителей республики повысится в 4 раза с 21 до 84%. Благодаря мосту более чем на 4 миллиарда рублей сократятся ежегодные расходы консолидированного бюджета республики на северный завоз. Производственные мощности, созданные при строительстве Ленского моста, будут использованы при дальнейшем развитии северного широтного хода, возведении мостов через Вилюй и Алдан. 25 ноября открылся крупнейший на сегодня в Якутии мост через Марху в Нюрбинском улусе. В 2020 году на автодороге Вилюй будут введены мосты через реку Тюкян на границе Нюрбинского и Верхневилюйского улусов и Малое Батобье в Мирнинском районе. Начнется проектирование моста через Вилюй в районе Верхневилюйска, мостов у села Кюндяда в районе Сунтара и Крестяха, а также через Алдан на автодороге Колыма. В общей сложности порядка 150 миллиардов рублей из федерального бюджета будет вложено в мостовую инфраструктуру республики. Конечно же, безальтернативной для нашей огромной территории остается авиация. Впервые нам удалось добиться на федеральном уровне поддержки реконструкции 16 аэропортов республики со сметной стоимостью работ более 38 миллиардов рублей. Уже проведены конкурсы на реконструкцию аэропортов Алекминска, Нерюнгеля, Жиганска и Верхневилюйска. В 2020 году начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Мирный. Уходящий год войдет в летопись Якутии как год начала железнодорожного пассажирского движения со станции Нижний Бестях. Более 30 лет республика ждала этого события. Теперь регулярное сообщение не только обеспечит уже в наступающем году 20% рост наземного пассажирооборота, но и даст якутянам уверенность в крепкой связи с регионами России, ощущение единства нашей великой страны. Завершение строительства железной дороги сформировало ключевое звено мультимодального транспортного хаба в Нижнем Бестяхе. Важной задачей, конечно же, сегодня остается развитие водного транспорта. В этом году серьезнейшие проблемы вызвало экстремальное обмеление Лены. Я хотел бы выразить благодарность всем речникам республики. В сложнейших условиях им удалось даже перевыполнить план завоза жизнеобеспечивающих грузов. Дальнейшие перспективы водных грузоперевозок, включая Северный завод, конечно же, связаны с вводом в 2021 году Жатайской судоверфи.
На ее строительство в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусмотрено свыше 4 миллиардов 100 миллионов рублей федеральных средств. Благодаря старту национальных проектов начала кардинально улучшаться и дорожная инфраструктура. Если раньше в год ремонтировалось и строилось порядка 50-100 километров региональных дорог, то в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году уже реконструировано 148 километров дорог. В 2020 году мы вступаем с еще более масштабными задачами. В нормативное состояние должно быть приведено более 200 километров автодорог, на треть больше, чем в этом году. Огромный объем дорожных работ в будущем году предстоит также и в городе Якутске. На них планируется направить 1,5 миллиарда рублей из федерального, республиканского и бюджета города Якутска. По моему поручению также правительство дополнительно выделит из Дорожного фонда республики 60 миллионов рублей на проектирование городских дорог, в том числе на проект реконструкции проспекта Ленина, которая должна начаться в 2021 году. Учитывая уроки, извлеченные из первого года реализации национальных проектов, хотел бы обратить особое внимание глав муниципальных образований на повышение требований к своей деятельности. Новые вызовы, особенности в части срока выполнения и качества работ, требуют высокой степени организации, грамотного управления, фактически разворачивания войсковой операции по строительству объектов. Жду от вас оперативности и решительности, а самое главное – максимальной ответственности. Для успешного осуществления всех наших планов крайне важно взаимодействие всех уровней власти. Я хотел бы поблагодарить за поддержку и хорошую работу также и федеральные структуры по республике Саха-Якутия. Как никогда сегодня важен контроль своевременности и полноты исполнения федеральных программ в республике. И очень важно ваше содействие и помощь в реализации всех мероприятий национальных проектов в республике. Уважаемые коллеги, пространственное развитие во многом определяется качеством энергетической инфраструктуры. В этом году включение 2 наших энергорайонов в объединенную энергосистему Востока существенно повысило надежность электроснабжения более 80% жителей Якутии. Принципиально решен вопрос о строительстве второй очереди Якутская ГРАС-2. Проект включен в инвестиционную программу Росгидро. В ближайшее время мы ожидаем решения по выбору партнера по строительству высоковольтной линии Сунтар-Нюрба. С ее вводом будет решена проблема с перебоями энергоснабжения в 4 Вилюйских районах. В век современных технологий мобильность людей повышает не только традиционные виды инфраструктуры. Стратегическая ставка сделана на кардинальное решение инфокоммуникационной сети. Широкополосным доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи сегодня уже охвачено 199 населенных пунктов, в которых проживает 83% жителей республики. В этом году протянуто более 1000 километров волоконно-оптических линий связи еще до 30 поселков. Подключен Кобяйский район, завершается строительство волоконно-оптической линии связи до Усмайского района. Хорошим результатом стало подключение к сети интернет 318 социально значимых объектов в 30 районах и городе Якутске. До конца 2021 года к интернету будут подключены более 1200 школ, больниц, учреждений культуры и социальной защиты пожарных частей. На эти цели по национальному проекту из федерального бюджета выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Уже в будущем году начнется амбициозный, но очень важный для людей проект по покрытию сотовой связи всех федеральных автодорог на территории Якутии протяженностью 4200 километров. Якутяне становятся участниками исторических событий, которые соединяют части нашей необъятной республики все новыми транспортными и коммуникационными линиями. Фактически можно говорить о новой жизненной концепции Якутии, когда связанность огромных территорий становится фундаментальной основой гуманитарного и индустриального развития, современного уровня мобильности людей, рычагом запуска новых проектов. Со снятием инфраструктурных ограничений наша республика будет только укреплять и наращивать свое лидерство по росту экономики на Дальнем Востоке и в стране в целом. 2 недели назад состоялось главное событие в промышленной повестке, наверное, всей нашей страны. 2 декабря дан старт транспортировки газа по магистральному газопроводу «Сила-Сибирь». Крупнейший инвестиционный проект в истории современной России позволил уже в этом году нарастить добычу газа в республике на 30%. При выходе на проектную мощность объема газодобычи в республике увеличится более чем в 15 раз, до 30 миллиардов кубометров. Для республики чрезвычайно важно, что это даст возможность трудоустроить порядка 2000 человек. Важно, что уже в будущем году мы сможем приступить к проектированию газификации населенных пунктов Ленского, Алданского, Алекминского и Нюрюнгринского районов.
Мы также ставим вопрос о создании в Якутии дочернего предприятия «Газпрома» по освоению Ченгинского месторождения. Выход на проектную мощность месторождений Дражное, Рябиновое и Кросс позволил республике закрепиться в тройке лидеров России по добыче золота. В год 95-летия золотодобывающей промышленности республика планирует добыть более 34 тонн 700 килограммов золота, превысив исторические максимумы Советского Союза. В сентябре в рамках 5-го Восточного экономического форума запущен в эксплуатацию ГОК на месторождении серебра «Вертикальное» в Кобельском улусе. На предприятии уже работает более 200 человек, из них 80% – это местные жители. Отметку 18 миллионов тонн превысили предприятия угледобычи. В этом году в ТАСЭР Южная Якутия численность работников компании «Колмар» увеличилась уже до 5000 человек, из них более 2500 – это местное население. В следующем году компания планирует открытие еще 2000 новых рабочих мест. Еще один исторический факт. Доля добычи нефти и газа в валовом региональном продукте впервые превысила вклад от добычи других полезных ископаемых, включая алмазы, и составила порядка 22% валового регионального продукта республики. Это очень важно сейчас, когда из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового алмазного рынка финансовые результаты компании «Алроса» в 2020 году прогнозируются ниже 2019, что отразится на поступлениях от компании в госбюджет. Но есть уверенность, что пик спада пройден, и уже в следующем году ситуация будет меняться в лучшую сторону, а поступления в бюджет будут возрастать. 13 декабря на заседании Напсовета под председательством первого вице-премьера правительства Российской Федерации Антона Геннадьевича Силуанова принят бюджет «Алроса» на 2020 год, где уже запланировано увеличение дивидендов от компаний, которые поступят в госбюджет республики и бюджеты муниципальных образований по сравнению с теми планами, которые мы закладывали ранее. На сегодня, несмотря на сложности, ситуация с бюджетом остается управляемой. Руководством республики принимаются меры по восполнению прогнозируемых потерь, в первую очередь за счет других отраслей экономики, в особенности нефтедобычи, что позволит выполнить все обязательства госбюджета республики, прежде всего социальные. Уважаемые коллеги, год назад мы все вместе обозначили нашу стратегическую цель к 2032 году сделать республику лидером по конкурентоспособности человеческого капитала. Безусловно, главная наша задача – это создание условий для здоровья людей, их образования и культурного развития, развития современной социальной инфраструктуры. Важнейший прорыв в этом году достигнут в сфере здравоохранения. Начато строительство 2 крупнейших медицинских центров, которые станут одними из самых передовых на Дальнем Востоке. Полным ходом идет строительство в Якутске кардиососудистого центра с финансированием из федерального бюджета в сумме 4 миллиарда 100 миллионов рублей. В результате большой многолетней работы нам удалось добиться поддержки руководства страны по финансированию на 5 миллиардов 900 миллионов рублей строительства онкологического центра, которое ранее было начато за счет республики. Ввод 2 этих объектов кардинально повысит доступность высокотехнологичной медицины для жителей республики, снизит высокую смертность от кардиологических и онкологических заболеваний. Кроме того, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году уже открыто 9 центров амбулаторной онкологической помощи в Якутске, Валданском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Впервые за многие десятилетия большое внимание уделено состоянию медицины в Южной Якутии. В следующем году должна завершиться реконструкция детской поликлиники в Нерюнгри. По завершению разработки проектно-сметной документации в 2020 году я поручаю правительству незамедлительно приступить к запланированной реконструкции и других медицинских объектов Нерюнгринского района. Комплексных решений сегодня требует и первичное звено здравоохранения. Десятилетиями система медицинской помощи на местах не менялась и не развивалась. Это касается и материальной базы, и кадровой обеспеченности, и в целом организации здравоохранения. На сегодня почти каждое 10-е лечебное здание в республике аварийное или требует сноса. Капитальный ремонт необходим в 330 зданиях. Износ оборудования доходит до 70-80%. Участковые больницы, амбулатории, ФАПы не в состоянии обеспечить надлежащее качество медицинской помощи людям. Жители многих районов республики пишут мне, обращаются с жалобами на то, что годами система не меняется, ухудшается, что они не могут получить какой-либо медицинской помощи современного уровня.
Для решения накопившихся за десятилетия проблем, конечно, приходится идти на тяжелые меры, которые в том числе касаются и штатной оптимизации. В этой связи я поручаю правительству республики подойти индивидуально по каждому медучреждению, по каждому медработнику и предложить все варианты трудоустройства тех людей, которые сегодня высвобождаются. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая начнется с 2020 года, необходимо выстроить принципиально новую систему оказания медицинской помощи на местах. Особое внимание надо уделить медицинским кадрам, организовать целевую подготовку врачей для первичного звена здравоохранения. Необходимо развернуть работу по кадровой обеспеченности медучреждений в селах и поселках, опираясь в том числе на такие меры поддержки, как программа «Земский доктор». 12 декабря утверждены поручения президента России по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам здравоохранения, где я тоже принимал участие. Главное для нас, что нашел разрешение вопрос, который республика ставила многие годы о финансировании медучреждений на Крайнем Севере не по нормативам, а по сметной стоимости их содержания. Президент поручил определить новый порядок оплаты медпомощи в малых и отдаленных населенных пунктах с учетом социально-экономических и природно-климатических условий. Также Минздраву поручено пересмотреть субсидирование санавиации, исходя из фактической потребности регионов. Эти меры дадут возможность улучшить качество первичной медицинской помощи жителям отдаленных северных районов. Сегодня совершенно очевидна неэффективность традиционной медицины и традиционной модели организации медпомощи в Арктике. Смертность в арктических улусах у нас более чем на 20% выше, чем в среднем по Якутии, обеспеченность врачами на 22% ниже. С учетом остроты проблем, считаю, что назрела необходимость создания отдельного блока арктической медицины с принятием нормативной базы, учитывающей особенности организации медицинской помощи в труднодоступных районах республики. И вот, коллеги, о чем бы я еще хотел сказать. Никакие финансовые вливания, никакие попытки улучшить инфраструктуру, оснащенность больниц не помогут людям, если их здоровье, а порой и сама жизнь будет зависеть от элементарной бюрократии. Такие ситуации, когда люди, чья жизнь зависит от того, попадут ли они на гемодиализ или не попадут, и они остаются без необходимой услуги из-за чьей-то чиновничьей нерасторопности, они абсолютно недопустимы. Только меняя отношения, я бы даже сказал, систему ценностей, в центре которой должен быть каждый человек и его здоровье, мы сможем коренным образом улучшить качество медицинской помощи всем якутянам. Ключевым социальным лифтом для каждого человека является образование. Наша республика никогда, даже в самые трудные времена, не снижала внимания к улучшению инфраструктуры образования. В этом году будет введено в общей сложности 10 новых зданий школ, 24 новых здания детских садов. В 2020 году откроют свои двери учебные заведения совершенно нового качественного уровня, Малая академия наук и Международная арктическая школа. В рамках проекта «Современная школа» национального проекта образования в этом году создано 54 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Основная цель – это модернизация материально-технической базы школ, чтобы дети в отдаленных населенных пунктах могли приобщаться к современным технологиям. В 2020 году точки роста появятся еще в 96 школах, а к 2022 году уже в 287. К сожалению, в республике есть школы, выпускники которых на протяжении уже многих лет не поступают в высшие учебные заведения. В системе образования мы пока еще очень далеки от индивидуального сопровождения развития каждого ребенка и раскрытия его личного потенциала. Наша задача как власти – создавать равные стартовые возможности для всех детей, независимо от места проживания. Дети должны выпускаться из школ готовыми к конкуренции, чтобы стать высококлассными специалистами, успешными в жизни. Поэтому сейчас необходимо уделять особое внимание качеству образования, качеству педагогических кадров и в целом качеству предоставления социальных услуг. В первую очередь надо менять сами принципы организации работы наших бюджетных учреждений. Я уже не раз говорил о том, что школы, детские сады и больницы строятся не для того, чтобы просто держать там рабочие места. Они создаются для того, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь, а дети наши – хорошее образование. Отдельным важным направлением является подготовка кадров для цифровой экономики. В июле этого года мы вошли в 5 пилотных регионов для апробации образовательных программ в сфере IT и сквозных технологий цифровой экономики. Это порядка 1000 жителей республики, которые смогут бесплатно обучиться и получить новые навыки и компетенции.
Запущен новый механизм партнерства в сфере образования. Успешно действующая IT-школа Алексея Ларионова откроет в 10 муниципальных районах дополнительные образовательные программы по 2 направлениям – компьютерная графика и программирование. Важно дать нашим детям базовые знания в программировании, развивать у ребенка проектное и креативное мышление. Авторской методике преподавания планируется обучать 100 педагогов и охватывать обучением 1000 детей ежегодно. Уважаемые коллеги, пространственное развитие республики, снижение логистических ограничений, крупные промышленные и социальные проекты – это не самоцель. Ключевой эффект должен появиться в улучшении качества жизни людей, в том числе в повышении их реальных доходов, в преодолении бедности. Я нередко, к сожалению, слышу вопрос, почему в нашей богатой ресурсами республике есть еще очень много людей, которые живут за чертой бедности. Почему до сих пор не обеспечен достаточный уровень жизни многим тысячам якутян. Одним из факторов, к сожалению, является то, что мы больше всего уповаем по традиции на бюджетные ресурсы, которые всегда были и будут ограничены, и мало уделяем внимания изменению менталитета людей от ожидания к инициативе. По официальным статданным в республике численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2018 года снизилась до 19%, на 1% от показателя 2017 года. 1% это кажется мизер, но это 10 тысяч наших сограждан, их жизнь и благополучие. Принимая меры по борьбе с бедностью, нам надо менять подходы, оценивая проблемы всесторонне и задействуя все ресурсы. Безусловно, будут сохраняться и по мере возможности расширяться социальные преференции и льготы многодетным, малоимущим и молодым семьям, инвалидам, детям-сиротам и другим незащищенным категориям населения. Но в целом важно помочь человеку определиться, понять, что ему конкретно необходимо, и выстроить его траекторию выхода на стабильный уровень жизни. Для этого нужно объединять усилия служб социальной защиты, занятости, развития предпринимательства и сельского хозяйства. Объединить ресурсы всех ведомств для поддержки малоимущих якутян. Я поручаю правительству республики совместно с органами местного самоуправления составить реестр особо нуждающихся в социальной помощи семей и работать точечно, выводя на устойчивую траекторию жизни не только одного человека, но и всю его семью. У нас есть наработанные инструменты поддержки занятости на селе, направление молодежи на промышленные предприятия, обеспечение самозанятости, поддержки общественных инициатив. Нет только командной работы и взаимодействия различных структур. Я предлагаю запустить новый проект для оказания всеобъемлющей помощи семьям, молодым, многодетным, неполным, той части бедного населения, которая при надлежащей поддержке сможет изменить к лучшему уровень своей жизни. Здесь надо объединить все институты и инструменты национальных проектов, поддержки развития Дальнего Востока и Арктики, от переселения из аварийного жилья, социальных контрактов, акселерационных программ поддержки аграрного, креативного и технологического предпринимательства. В проект должны включиться не только правительство республики, но и органы местного самоуправления, институты развития, общественные организации и ассоциации предпринимателей. Для благосостояния молодых семей, конечно же, ключевым вопросом является вопрос наличия собственного жилья. 7 декабря, благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по всему Дальнему Востоку стартовала программа дальневосточной ипотеки для молодых семей с 2% кредитной ставкой. Совсем недавно об этом нельзя было даже и мечтать. Этой программой должны воспользоваться молодые семьи не только в городах республики, но и в сельской местности, а также на те семьи, которые получили дальневосточный гектар. Для этого я предлагаю Центру «Мои документы» выступить фронт-офисом Республиканского ипотечного агентства и коммерческих банков, которые участвуют в этом проекте, для подготовки и сбора пакета документов у молодых семей во всех улусах республики. Огромный эффект повышения качества жизни якутян, благосостояния людей должна дать самая масштабная в стране программа ликвидации аварийного жилья, которая идет во всех муниципальных образованиях нашей республики. Я еще раз приведу ее беспрецедентные параметры. Это расселение 1 142 000 квадратных метров аварийного жилья. Это 3586 жилых домов, в которых сегодня проживает более 61 тысячи наших сограждан. Финансовая помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ Российской Федерации составит беспрецедентные 78,5 миллиардов рублей. Мы одними из первых в стране в этом году перевыполнили годовой план расселения аварийного жилья.
Вместе с тем дальше объемы будут только нарастать, и только если все будут действовать слаженно, это и органы местного самоуправления, застройщики совместно с жителями, люди оправдают свое многолетнее ожидание улучшить жизненные условия. В этом году сдвинулось и решение еще одной острейшей проблемы, которая самым негативным образом сказывается на уровне жизни многих якутян – обманутых дольщиков. Создан Республиканский фонд по защите прав граждан, участников долевого строительства. В октябре также одними из первых в стране мы подписали соглашение с Федеральным фондом защиты прав дольщиков, по которому 660 миллионов рублей из федерального бюджета уже в этом году будут направлены на выплату компенсации обманутым дольщикам по ряду проблемных объектов в городе Якутске. Средства будут предусматриваться и в бюджете республики, будут использоваться внебюджетные механизмы. К этой работе должны подключаться и муниципальные образования. И я уверен, что в 2022 году проблему обманутых дольщиков в республике нам надо решить. С развитием экономики, как мы видим, появляются новые рабочие места, в том числе и в промышленности. Поэтому фокус преодоления бедности должен быть направлен и на переподготовку и обучение, помощь в трудоустройстве, особенности молодежи, которая сегодня составляет более половины незанятых в республике. Динамика современной жизни ускоряется все больше. И от того, насколько мы будем готовы к изменениям, зависит и благосостояние в будущем. Возможность самому управлять своей жизнью – это путь лидера, это путь инициатора и путь предпринимателя. Сегодня условия ведения бизнеса, конечно же, не сравнить с лихими 90-ми годами. Сейчас очень просто зарегистрировать бизнес, сократились сроки техприсоединений, выдачи разрешений на строительство. Для снижения административного давления на бизнес внедряется рискоориентированный подход по всем видам государственного контроля. В 2019 году Якутия стала лидером роста национального рейтинга инвестиционного климата субъектов России, заняв 22 место. Я хотел бы поблагодарить деловые сообщества, в числе которых наши активные предприниматели. Нам необходимо вовлекать все больше якутян к ведению собственного бизнеса, а их инициативная позиция играет в этом определяющую роль. К примеру успешного предпринимательства есть, в том числе и в новых отраслях. Так, за короткое время Якутия стала лидером по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке, а на федеральном уровне по этому показателю мы входим в двадцатку ведущих регионов. Особое внимание хотел бы уделить аграрному предпринимательству как двигателю развития нашего якутского села. Крестьянские хозяйства, различные предприятия сельского хозяйства не принято считать предпринимателями и тем более инвесторами. Это, на мой взгляд, неверно. Любой, кто берет на себя риск предпринимательства и вкладывает собственный капитал, время, организаторский талант и идеи в новое дело, является инвестором. Поэтому я прошу правительство именно с таких подходов подойти к формированию фонда поддержки агропромышленного производства, чтобы средства направлялись не только на поддержку крупного сельхозбизнеса, но и на поддержку тех якутян, которые сегодня или уже занимаются, или желают заниматься собственным сельхозпроизводством. Интерес к предпринимательству в сельском хозяйстве растет, в том числе и у молодых людей, и мы их должны поддерживать всеми возможными мерами. В этом году свыше 110 миллионов рублей на конкурсной основе было направлено на гранты начинающим фермерам по проекту «Агростартап». Есть неплохой организационный результат. Создано 41 новое крестьянское хозяйство, в которых уже работает 74 человека. В следующем году проект должен быть продолжен, а сумма господдержки увеличится почти до 130 миллионов рублей. Другим перспективным направлением занятости в сельской местности может стать развитие таких креативных отраслей, как туризм и народные промыслы. Для поддержки предпринимательской инициативы в новых отраслях я предлагаю правительству и Государственному собранию Илтумен рассмотреть возможность распространения механизма использования пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения с объектом доходов в размере 3% на организации в сфере внутреннего туризма. Хочу сказать еще об одном важном моменте. Можно установить и беспрецедентные налоговые льготы, можно оказывать финансовую поддержку, но если люди не будут готовы к открытию собственного дела, эффект будет краткосрочным. Важно обучить человека, консультировать его на всех этапах бизнеса, научить самостоятельно решать проблемы и развивать свое дело. Только тогда государственная поддержка будет эффективной, а человек поверит в собственные силы и станет на устойчивый путь повышения доходов своей семьи. На повышение доходов людей, особенно на селе, где объективно нет работы, должны быть задействованы все возможные инструменты. В год консолидации во многих районах шло благоустройство сел по различным направлениям поддержки гражданских инициатив. Но есть моменты, которые совершенно не устраивают меня в этом по-настоящему полезном деле.
Так, в рамках движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке мы совсем отошли от первоначальной идеи вовлеченности местных жителей в реализацию этих проектов. Теперь это стало у нас придатком инвестпрограммы республики, программой капитального строительства с обязательной проектно-сметной документацией, с прохождением госэкспертизы. В результате тендеры в абсолютном большинстве, если не 100%, то близко к этому, выигрывают городские подрядчики. В итоге львиная доля от многих сотен миллионов рублей, которые мы ежегодно выделяем из госбюджета на эту программу, при поддержке Государственного собрания Юлтуман, уходит у нас из республики и даже из нашей страны. Их увозят наши гости из ближнего зарубежья, которые работают на стройках. Я считаю, что эти средства должны идти на пользу местным жителям, в том числе и в виде прямого заработка. На них должны проводиться ремонтные работы, благоустройство, очень нужное для улучшения качества жизни, в первую очередь в небольших населенных пунктах республики. И самое важное, работать и зарабатывать должны местные жители. Ответственность здесь должны взять на себя муниципалитеты, организуя людей и максимально вовлекая их в работу. Правительству поручаю в данном направлении расширить пилотный проект «Занятость на селе». Также я предлагаю объединить все проекты, реализуемые по принципу поддержки гражданских инициатив, с участием жителей, включая движение добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке, проект поддержки местных инициатив, в единый республиканский проект «Родные города и села». Результатом синхронизации всех мероприятий, архитектурного сопровождения проектов станет благоустройство, улучшение качества жизни в населенных пунктах. В 2020 году на республиканский проект «Родные города и села» необходимо направить не менее 1 миллиарда рублей. Архитектурный облик и качество среды наших городов и сел, конечно же, должно меняться. Люди хотят жить в современных, комфортных условиях, видеть вокруг себя красоту и эстетику. У нас есть для этого возможности, есть талантливые люди. 6 декабря на Всемирном архитектурном фестивале в Амстердаме, самом престижном архитектурном мероприятии года, проект создания в городе Якутске парка будущих поколений, единственный из Российской Федерации, получил мировой архитектурный Оскар 2019 года. Замечательный проект обязательно будет воплощен в нашей столице. Есть уже пример, когда проект «Башня Тыгына» архитектора Геннадия Попова, который в свое время победил на Всероссийском фестивале зодчества и который сейчас реализован в районе аэропорта, стал уже визитной карточкой Якутска. Уверен, что парк «Будущее поколение» станет визитной карточкой всей Якутии. Ключевым приоритетом остается, конечно же, качественное улучшение уровня жизни людей на селе. Особое внимание и дальше будет уделяться развитию сельских территорий. Продолжится строительство социальных и коммунальных объектов. Доля сел, имеющих доступ к сети интернет, вырастет до 95%. С 2020 года начнет действовать государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2024 года. Главная задача – это формирование конкурентоспособного агропромышленного производства, обеспечивающего республику собственной продукцией высокого качества. На 2020 год в части господдержки сельского хозяйства мы сохранили объемы финансирования основных направлений, прежде всего животноводства. Существенной поддержкой станет упрощение критериев для участия в программе финансового оздоровления скотоводческих хозяйств. С 2020 года помощь будет оказываться организованным хозяйствам, у которых есть 25 дойных коров, а не 100, как это было раньше. Решение, конечно же, требует изменения подходов к субсидированию молока с ориентацией на товарное производство, с разделением на личные подсобные и коллективные хозяйства. Этого требует и меняющееся федеральное законодательство, да и сама жизнь подталкивает нас к этому решению. Я считаю, что дискуссии по этому вопросу пора закончить. Они шли у нас достаточно долго и бурно. Я поручаю правительству с участием народных депутатов, глав местного самоуправления разработать, утвердить и с 2021 года запустить новый механизм субсидирования, предусмотрев для личных подсобных хозяйств субсидирование по ставке не менее 35 тысяч рублей на голову маточного поголовья, а организованным хозяйствам увеличить ставку субсидию на молоко с нынешних 35 рублей до 50 рублей за литр. В 2020 году мы должны, как я уже сказал, запустить работу Фонда поддержки АПК Республики с учетом большой потребности в доступности заемных средств для проведения сезонных работ, заготовки сельхозпродукции и строительства производственных объектов. Это станет основным механизмом поэтапного снижения зависимости отрасли от сельского хозяйства от прямого бюджетного финансирования.
В этом году создано новое акционерное общество «Агрохолдинг Туймада», куда вошли Хатасский свинокомплекс, агрофирма «Немигю», конезавод «Бертё», кладовая «Алекмы». Консолидация активов хозяйственных обществ для реализации ключевых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса будет продолжена. Для повышения качества и продвижения на рынке местной продукции будет создан Республиканский центр пищевых технологий. И это будет реальным шагом в поддержку наших сельхозтоваропроизводителей. Значимым событием уходящего года стало включение 8 районов нашей республики в арктическую зону Российской Федерации. Это политическое решение президента страны Владимира Владимировича Путина должно иметь конкретный эффект повышения уровня жизни жителей Якутской Арктики. В этом году жители арктических районов освобождены от уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Это первый реальный шаг поддержки жителей Арктики, и я благодарю депутатов Государственного собрания Илтумен, представительных органов муниципальных образований за поддержку этой инициативы и оперативное принятие всех решений. В 2020 году вступят в силу основные документы развития арктических районов республики. Утверждена стратегия развития арктической зоны до 2035 года, начнет действие своя отдельная госпрограмма. По моему поручению в 14 государственных программах республики включены специальные арктические разделы с объемами финансирования до конца 2024 года 35 миллиардов рублей, из них 5,5 миллиардов рублей уже на 2020 год. Региональная арктическая повестка в течение следующего года будет уточняться по мере принятия федеральных документов, стратегии развития Российской Арктики и национальной программы развития Дальнего Востока. Во все эти стратегические документы мы внесли свои предложения, прежде всего по дополнительному финансированию строительства инфраструктуры, северных аэропортов, авиаплощадок, школ, больниц и других объектов. Новое измерение политики России в Арктике уже меняет значимость нашей республики в арктической повестке. Сегодня арктическая зона Якутии вновь становится одной из базовых точек вооруженных сил России на севере. В пятницу я встречался с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с развитием оборонного комплекса, в том числе и по созданию социальной инфраструктуры на территории арктических районов Якутии. В 2019 году в Арктике введен ряд долгожданных социальных объектов. Впервые за десятилетие в арктической зоне Якутии началось расселение аварийного жилья. В предстоящие 5 лет из аварийных домов будет переселено 8,5 тысяч человек. Это каждый 8-й житель Якутской Арктики. Это должно дать толчок жилищному строительству, новому качеству благоустройства арктических поселков, фактическому начало их комплексной реновации. Я поручаю Минстрою и Минарктике разработать в течение 2020 года типовые проекты социальных объектов для различных типов поселений в Арктике. Новые общественные здания в арктических районах должны быть многофункциональными, нацеленными на удовлетворение потребностей населения, насыщенными всевозможными сервисами для жителей с передовыми инженерно-техническими и энергосберегающими решениями. Проблема, которую нельзя обходить или замалчивать, это нехватка кадров не только в школах и учреждениях здравоохранения в Арктике, но и в системе управления арктических районов. Прошу Министерство по развитию Арктики совместно с социальным блоком правительства разработать действенную систему стимулов привлечения кадров, включая такие проекты, как «Учитель Арктики» и «Молодой оленевод». Для сохранения традиционных отраслей нужны решения по организации вывоза и сбыта промысловой продукции. В первую очередь для того, чтобы хороший доход от этого имели именно северяне. Начало уже есть. В Саскалахе Анабарского района построен первый в Арктике современный торгово-логистический центр. В ближайшие годы планируется строительство еще 12 таких центров в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Уважаемые друзья, бывая в арктических районах республики, я все больше убеждаюсь в том, что там живут люди, для которых Арктика – это родина единственная и ни с чем не сравнимая. И ответственность власти состоит не только в том, чтобы обеспечить материальные условия для проживания этих людей, дороже всего вовлеченность местных жителей во все процессы развития и, конечно, атмосфера взаимопонимания и уважения. Уважение к культуре и укладу жизни хозяев тундры, представителей коренных народов Севера. Не должно быть таких инцидентов, когда оленеводы села Юкагер были вывезены в Тикси за нарушение паспортного режима, а затем им пришлось возвращаться домой за многие тысячи километров через Якутск, или когда на ветерана труда заводится уголовное дело за 4 прошлогодние рыбины в его леднике. Да, в таких случаях скорее действует субъективный фактор, и справедливость достаточно быстро восстанавливается.
Но для исключения даже единичных случаев нам нужно постоянное взаимодействие федеральных структур, республиканских и местных властей. Все вопросы должны решаться в сотрудничестве, и, безусловно, они должны решаться в интересах жителей Арктики. Я прошу народных депутатов Государственного собрания, общественность включиться в разработку концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия до 2030 года. Свое слово должна сказать и наша наука. В сентябре мы создали научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики «Север», который будет заниматься исследованием, в том числе в области промышленного освоения Арктики, в контексте сохранения экологии, бережливого недропользования, влияния изменений климата и обеспечения устойчивых и качественных условий жизни северян. Уважаемые коллеги, как мы видим, изменения, которые происходят во всех сферах жизни нашей республики, происходят через призму повышения качества жизни людей. Также мы видим, что решение многих проблем буксует не из-за нехватки ресурсов. Таких вливаний в экономику, в инфраструктуру, в социальную сферу нашей республики не было никогда. Первый год реализации национальных проектов отчетливо показал, что старыми методами управления и темпами принятия решений мы не добьемся решения стоящих перед нами задач. Раздутый госаппарат не всегда, более того, он никогда не является гарантией эффективного управления. Нужны изменения культуры и подходов к управлению, включая цифровую трансформацию, принятие решений на основе анализа данных. Эффективность управления должна повышаться за счет новых технологий, роста компетенций государственных и муниципальных служащих, упорядочения системы функций каждого ведомства и каждого его сотрудника. Трудности с точки зрения качества управления очевидны и в системе местного самоуправления республики. Громоздкость самой системы, наличие множества экономически слабых муниципальных образований, существование порой на территории одного села нескольких муниципалитетов, но никак не способствует повышению эффективности управления, не служат драйвером развития. В этой части я рассчитываю на предложение Совета муниципальных образований, депутатского корпуса всех уровней, конечно же, в первую очередь депутатов Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Также я поручаю администрации главы и правительства до конца первого квартала 2020 года внести предложение по сокращению численности государственных и муниципальных служащих на 30% в течение 3 лет. Сокращения коснутся всех госорганов, начиная с правительства и парламента республики, заканчивая органами местного самоуправления. Будет серьезная реорганизация государственных учреждений, продолжится оптимизация управленческого персонала. Деятельность всех органов государственной власти, всех ее ветвей, а также органов местного самоуправления должна вестись и оцениваться исключительно через изменение уровня жизни якутян, через их благосостояние, рост реальных доходов, улучшение условий жизни и труда и качества социальных услуг. В 2020 году пройдет всероссийская перепись населения. У нас в Якутии она начнется с 1 августа. Итоги переписи позволят нам понять, какие меры необходимы для улучшения качества жизни людей, скорректировать основные направления нашей деятельности. Правительству совместно с органами местного самоуправления надо обеспечить все условия для организованного проведения всероссийской переписи в республике, в том числе с учетом нового цифрового формата ее проведения. Дорогие друзья, уходящий год, объявленный президентом Российской Федерации годом театра, принес нашей республике немало достижений в сфере культуры. Якутяне все больше посещают театры, музеи, библиотеки, больше, чем жители любого другого региона Дальнего Востока. С замечательными премьерами порадовали якутян Государственный театр оперы и балета, Государственный академический русский театр, Саха-театр. С успехом прошли гастроли наших театров в регионах России. Одной из самых престижных премий в стране в театральном искусстве, премии имени Федора Волкова, удостоился художественный руководитель театра юного зрителя Алексей Павлов. В этом году республика стала лауреатом всероссийского конкурса «Самый читающий регион», удостоилась звания «Литературный флагман России», обладателем общероссийской литературной премии «Дальний Восток» стал якутский писатель Анатолий Слепцов. Чувство гордости вызывают успехи и победы наших кинематографистов. Фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил в этом году приз зрительских симпатий на 41-м Международном Московском кинофестивале и множество других призов на престижных международных фестивалях. В основе этого успеха, успеха наших литераторов, деятелей театра, мастеров народного творчества лежит многовековая культура народов Якутии и эпическое наследие Олонхо.
Наша задача сохранить и приумножить это наследие, сделать его достоянием будущих поколений, которым Якутия будет заявлять о себе во всем мире как регион высочайшей культуры, как центр притяжения многих народов, развития их языков и самобытной культуры в современном мире. Для выполнения такой высокой миссии надо не только декларировать поддержку, надо создавать реальные условия, в том числе и новую инфраструктуру для расцвета талантов наших народов, технологичную, масштабную и современную. Именно таким будет социально-культурный комплекс международного уровня «Арктический центр эпоса и искусств», который уже в 2020 году начнет строиться в Якутске. В многофункциональном центре площадью 30 тысяч квадратных метров разместятся Государственная филармония и ансамбль «Виртуозы Якутии», театр Улонхо и Саха-театр, музей и центр Хамуса народов мира, музей музыки и фольклора народов Якутии. Это будет большой вклад республики в усиление культурного влияния России в мировой Арктике и в мировом культурном пространстве. Гордостью нашего народа всегда были сильные духом и телом люди. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью образа жизни десятков тысяч якутян. В этом году многое делалось для того, чтобы у каждого жителя республики была возможность заниматься спортом. В городах и селах строятся спортзалы, стадионы, бассейны. 2019 год стал годом ярких спортивных событий, вызвавших настоящее воодушевление и единение якутян. Столицей крупнейшего праздника спорта, 7-х спортивных игр народов Якутии, стал Амгинский улус. На самом высоком уровне, при огромном интересе и поддержке людей, состоялся Кубок мира по вольной борьбе здесь, в городе Якутске. Сейчас мы, к сожалению, видим беспрецедентное давление на российский спорт со стороны международных спортивных функционеров. Решения, которые, на мой взгляд, попирают гражданские права спортсменов, лишают возможности осуществить свою мечту многих, в том числе и якутских спортсменов. В этой ситуации, конечно, мы не можем опускать руки. Наоборот, надо работать на то, чтобы якутяне, наши дети, молодежь во всех районах и городах имели возможность заниматься физической культурой. Спортивные объекты не должны простаивать, а максимально открывать двери для всех желающих. Надо делом подтверждать, что здоровый образ жизни, здоровье духа и тела – это наши важнейшие ценности, что наша Россия – это великая спортивная держава. Год консолидации ярко показал, насколько активны якутяне и какой энергией обладает наше население. Показал, что общие цели объединяют людей, вовлекают их в решение значимых задач, разделяя как успех, так и ответственность. Более 600 тысяч якутян приняли участие в 130 общественных проектах года консолидации. Все они отличались по смыслу и масштабам, но главное, они объединили и воодушевили людей из разных районов с разными взглядами, социальным положением. В рамках направления «Родные города и села» развено широкое движение по благоустройству населенных пунктов. В выборе проектов приняли участие 190 тысяч человек. Это практически каждый пятый житель республики. За год реализовано более 400 проектов. Это новые скверы и места досуга, спортивные и детские площадки, освещение, водоснабжение. К примеру, это и построенный жителями села Каллах Алекминского района Дом культуры, и детская площадка в селе Кыев в Татинском улусе, построенная активистами Совета отцов и женсовета. Это и отремонтированный молодыми жителями Сангара 4-квартирный дом, где живут малоимущие семьи. И многое-многое другое. Якутяне берут в свои руки обустройство родных сел и городов, с чувством настоящих хозяев протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается. И это едва ли не самое важное для решения всех, даже самых сложных задач. Этот год показал силу гражданского общества республики, умение осуществлять большие и малые проекты, востребованные людьми. Для дальнейшей поддержки общественной активности якутян я принял решение об учреждении грантов Илдархана. В единый фонд будут объединены 20 грантов, которые сейчас находятся в ведении 6 министерств. Информационной платформой станет портал OneClick Якутия, на котором можно будет подавать заявки и публиковать отчеты. Это повысит кратно открытость и прозрачность грантов, расширит общественный контроль. В 2020 году на гранты Илдархана будет направлено 130 миллионов рублей. Добавлю, что на портале OneClick Якутия, который будет запущен до конца декабря, в числе других будет и модуль общественного мониторинга и экологической ситуации на местах. Впервые гражданам будут доступны технологические сервисы контроля состояния воздуха, воды, наблюдения за загрязнением территорий.
Впервые в России экологический контроль, мониторинг будет вести силами самих жителей. Это абсолютно открыто и неограниченно. Важнейшим итогом года консолидации я также считаю то, что общество стало больше ценить достижения наших сограждан. Уходит негативистское отношение, когда смакуются неуспехи, когда все события рисуются исключительно в черном свете, порождая уныние и беспросветность. За этот год вся республика узнала имена многих замечательных людей, чьи поступки подтверждают, что в Якутии живут люди неравнодушные, которые в сложнейших ситуациях берут ответственность на себя, без лишних слов, делая мир вокруг себя лучше. Вся Россия уже знает, что начальник отделения Почты России в Кобельском улусе Афанасий Владимирович Полятинский преодолел 350 километров пешком, чтобы в распутицу доставить людям в отдаленные села посылки и письма. Не думая об опасности, бросился в горящий дом в Барагонцах молодой слесарь ГУП-ЖКХ Юрий Калининский и спас из огня 3 детей. Ученик 11 класса лицея города Нерюнгри Кирилл Бабарыкин без колебаний грамотно оказал первую помощь человеку в экстренной серьезнейшей ситуации. Замерзающих людей спас в Среднеколымском улусе экипаж вертолета Ми-8 полярных авиалиний, командир Сергей Александрович Требой, пилот-инструктор Семен Николаевич Семенов, бортмеханик Алексей Николаевич Винокуров. Спасли жизнь и здоровье 12 больным кардиохирурги Национального центра медицины Чингис Иванович Степанов и Леонид Петрович Павлов. Они впервые провели операции на сердце по уникальной криотехнологии с помощью низких температур. Герои нашего времени сегодня здесь, в этом зале. Давайте мы их поприветствуем и поблагодарим. Таких людей среди якутян много. Они не считают себя героями, но благодаря именно им укрепляется вера людей в лучшее и в будущее нашей республики. Именно они являются настоящими патриотами. Дорогие друзья, наступающий 2020 год, год 75-летия Великой Победы, объявлен в нашей стране годом памяти и славы. Он станет особенным для всей России, для каждого из нас. Наверное, нет в Якутии, как и в нашей стране, ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В каждой семье, сколько бы лет ни прошло, хранится память о солдатах Победы. Так и в моей семье всегда будет жива память о моем дедушке Андрея Титовиче Титарове, участнике Сталинградской битвы. И сегодня наш общий долг – увековечить память каждого воина. К 75-летию Победы будут реконструированы памятники воинам-якутянам, сражавшимся под Ельней и Ржевом, на озере Ильмень и под Старой Руссой. Во всех городах и селах будут обновлены мемориалы павшим воинам, проведена поисковая работа. О воинах-якутянах будут сняты фильмы и изданы книги. Наш долг – окружить заботой и вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, ветерана тыла, детей войны. Всем обществом мы обязаны позаботиться об их здоровье, жизненных условиях, помочь решить все проблемы. В канун Дня Победы всем нашим ветеранам будут предоставлены единовременные денежные выплаты от республики. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты составят 100 тысяч рублей. И впервые выплаты будут осуществлены детям войны. Я призываю органы местного самоуправления, предприятия республики, всех жителей Якутии присоединиться и тоже поддержать ветеранов, оказать им помощь, поздравить с великим праздником. Все это будет лишь малой толикой нашей безмерной благодарности поколению победителей. То, что они сделали для всего мира, для нас, для будущего поколения, не поддается никакому измерению. От них наш народ унаследовал любовь и уважение к Отечеству. Это славное наследие мы должны беречь и передавать своим детям и внукам. Гордость за их подвиг, совершенный во имя мира, вот что рождает в нас истинный патриотизм. Разве можно забыть, в каких тяжелейших, нечеловеческих условиях наши деды сражались за Родину, восстанавливали страну после победы? И разве можем мы, их потомки, в наше светлое, мирное время быть пессимистами и не верить в свои силы? Ни один народ, ни одна страна, увязнув в отрицании и негативизме, не могут развиваться и никогда и не развивались. Нам повезло, перед нами ярчайший пример нашего старшего поколения, которое выстояло и победило. Нам есть кем гордиться, на кого равняться, чтобы дальше развивать свою республику, свою страну, не сомневаться и смело смотреть вперед. В год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории нашей Родины. Патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, должен стать нам опорой.
учить нас, не боясь трудностей, строить будущее нашей России. Чтобы еще больше укрепилась эта глубинная связь, чтобы эти истинные ценности обрели еще большую значимость для всех нас, я объявляю 2020 год в Республике Саха-Якутия годом патриотизма. Этот год должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения в уважении к Родине. Самая важная задача, чтобы наши дети и молодежь были уверены в своей востребованности и в успешном будущем в своей стране. Одним из ключевых направлений года патриотизма станет проект «Мы – будущее России». Главная его цель – воспитание гражданственности наших людей, наших детей, их бережного отношения к своей стране. Мы уже начали с исполнения гимна Российской Федерации во всех школах республики. Уверен, уважение к государственным символам своей великой Родины – это первый и очень важный шаг в формировании мировоззрения юного человека. Все мы должны понимать, что патриотизм – это не громкие лозунги, это не победные реляции. Истинный патриотизм – это ответственность за свою семью, за свой коллектив, за успех и благополучие своей малой и большой Родины. В год патриотизма каждый житель Якутии должен видеть четкие ориентиры развития республики, открыть новые возможности для участия в управлении, принимать решения и отвечать за них. У каждого якутянина должна быть возможность проявить свои лучшие качества, внести вклад в процветание родной республики и нашей великой Родины Российской Федерации. Дорогие друзья, дорогие якутяне, я верю, что наступающий год, овеянный славой и гордостью за нашу страну, еще больше сплотит нас всех. Вместе мы сделаем все для процветания республики, для счастливой жизни каждого его жителя. Искренне желаю всем якутянам счастья, успехов и больших достижений в новом 2020 году. Күнді бирдой дулақтарым, келен егер саңа хылға бары бірге боламыд, енді біттекке барын еқір. Мақтау. Спасибо.
Предлагаем вашему вниманию информационную картину понедельника к этому часу. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте и коротко о главном. Ленский мост станет 9-м в стране и войдет в тройку самых сложных конструкций в